Привез глава Коми бойцам и письма от детей. Трогательные послания, пожелания воинам от воспитанников детских садов и школ республики. В конверты ребята даже вложили сладкие подарки. Еще в декабре акция «Фронтовая открытка» объединила всю страну. Не осталась в стороне и наша республика. И вот послания добрались до адресатов. О чем писали дети, знает Ксения Лосева. Желаю тебе, солдат, стойкости, самообладания, крепкости духа, здоровья и выдержки, достойно отслужить и вернуться домой с честью и гордостью, легкой тебе службы, верных соратников и мудрых командиров. Яркие, объемные, с аппликациями, конфетами и даже вышивками. Не просто открытки, а самые настоящие произведения искусства. Внутри искренние слова поддержки и пожелания поскорее вернуться домой. Все дети к созданию посланий подошли ответственно и с душой. Писали от всего сердца. Да разве и можно иначе? Ведь на передовой добрые слова прочитают сотни наших защитников. Дорогие наши солдаты, желаем вам крепкого здоровья. Пусть мужество и отвага не покидают вас, даже в самые трудные моменты. Возвращайтесь живыми. Помните, что вас ждут, любят и очень скучают. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Устильма и Прилузье. В нашей республике к акции присоединились все без исключения муниципалитеты. Школы, организации дополнительного образования, колледжи, техникумы и даже детские сады. Меньше чем за месяц удалось собрать более 3000 посланий для бойцов, которые сейчас на передовой. Акция получила очень большой отклик, и мы уверены, что письма и открытки, в многие вложены даже символы какие-то Нового года. Там дети пишут стихотворения, пишут поздравления. Все надеются на скорейшее возвращение домой к родным и близким. Благодаря тому, что Коми удалось собрать большое количество открыток, их передали защитникам не только из нашей республики, но и других регионов. Простые, но такие важные детские слова о мире, как признаются сами бойцы, и помогают им двигаться вперед, к победе. Ксения Лосева, телеканал Юркан.